Дорогие друзья, дорогие слушатели, тема сегодняшней нашей встречи с вами — критическое мышление. Это тема, которая будет в дальнейшем раскрываться в других лекциях, других экспертов, которые будут выступать перед вами в рамках этого проекта. Ираклий Хиндба, кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры политологии и социологии Российского государственного торгово-экономического университета, доцент Абхазского государственного университета, научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований имени Гулия, исследовательская деятельность с НКО «Центр гуманитарных программ», участник международных конференций, автор более 30 научных работ. Сегодня мы с вами должны задать некую теоретическую рамку этого понятия. Что такое критическое мышление, почему оно необходимо современному человеку или человеку, который стремится быть успешным, активным, сознательным гражданином, частью гражданского общества в широком смысле. Критическое мышление мы должны с вами в первую очередь представить как некий навык. Не просто как какое-то понятие общее, что вот надо мыслить критически, не принимать все на веру, пытаться анализировать что-то. Да, безусловно, но в первую очередь это навык. Это некое сознательное усилие каждого из нас, которое требует от нас сознательного отношения. Вот это очень важный момент. Дело в том, что дисциплина критическое мышление — это абсолютно такой обычный, знаете, курс на любом факультете любого уважающего себя вуза. Скажем, если вы обратитесь к учебным программам западных вузов, российских вузов хороших, вузов в других странах, которые претендуют на эффективность и претендуют на то, чтобы общество модернизировалось, и чтобы эта модернизация общественного сознания влекла за собой социальные, политические, экономические изменения. Так вот, во всех программах вузов есть курс критического мышления, где обучают этому навыку. Каким образом человек должен относиться к информации, которую он получает, как он должен ее воспринимать, как он должен с ней работать, и как он должен выносить собственные суждения, и самое главное, принимать верные, обоснованные решения. Во-первых, слово «критика». Конечно, у многих возникает сразу реакция на это слово. Критика, что-то осуждающее, что-то такое, знаете, кляузное. Вот кто-то все время кого-то критикует. Да? Вот мы так это слово очень часто воспринимаем. Но критика в переводе с греческого — это искусство разбирать вещи, разбирать явления и выносить суждения, не более того. То есть критик — это человек, который разбирается в каком-то вопросе, который не просто воспринимает что-то или говорит о чем-то, а который пытается проникнуть в суть вещей. Критическое мышление — это мышление, вот если как бы определение, если мы дадим, которое, наверное, было бы полезным для вас и которое можно использовать в дальнейшем, это искусство разбираться в сложных вопросах, выносить обоснованные суждения, или тип мышления, который помогает разбираться в сложных вопросах, выносить обоснованные решения и принимать верные решения. Вот эти три компонента определения, которые вам помогут в дальнейшем разобраться более глубоко в этом понятии. Чаще всего, и вот это главная проблема сегодняшнего общества, не только в Абхазии, во всем мире, в нынешнюю информационную эпоху, чаще всего люди боятся сложности. Люди ищут простые решения и простые объяснения феноменов окружающей действительности. Всем хочется простоты, что вот это плохие люди, это хорошие, это друзья,
это враги, что сложные вопросы можно решать простыми подходами, искоренить, там, упразднить, лишить, отменить что-то, да? И кажется, что ну это же все понятно. Вот когда выступает президент США, бывший Дональд Трамп, да? Вот вы когда слушали его выступление перед огромной аудиторией, он говорит так, что люди, которые находятся на этом стадионе, скажем, да, там 20 тысяч, 30 тысяч человек, им кажется, что вся мировая политика – это просто набор очень простых вещей. Все понятно, что вот или внутренняя политика. Вот эти ребята плохие, они хотят там повысить налоги, а мы хорошие, мы за снижение налогов, да. Там эти ребята не хотят развивать энергетику, не хотят добывать нефть в США, а мы хотим, и мы хорошие. Все очень просто, все очень понятно, все в такой игровой форме, все упаковано в очень такую яркую, даже театрализованную форму. Это то, чем сегодня воздействует на людей во всем мире. То, о чем я сказал, это популизм. Популизм – это когда политические деятели говорят людям то, что люди хотят услышать. И то, что люди легко могут воспринять. Если ты начнешь говорить с людьми о сложных вещах, говорить о том, что вот у этого вопроса есть несколько решений, и надо эти решения обязательно проанализировать, надо взвесить, нужны экспертные оценки, нужны какие-то другие усилия для того, чтобы принять верное решение. Люди либо будут воспринимать тебя как зануду, как нытика, как человека, который не способен к резким, к принятию решений, слабака и все остальное. Люди – это вот особенность массовой психологии. Стремление к сильной руке, отцовское начало должно быть в политике, который может взять за вас ответственность и решить ваши проблемы. Вот эта вот особенность массового сознания, она прослеживается на протяжении всей истории развития человечества. И сейчас, естественно, в новых реалиях она, безусловно, тоже существует. И вот еще какие особенности нашей реальности. Как я уже сказал, это популизм, который повсюду развит, это большой поток информации. Поток разнонаправленной информации, который благодаря информационным технологиям, гаджетам, которые у каждого из нас есть, и который постоянно на нас воздействует. Наше восприятие не в состоянии переварить такой поток информации. Мы открываем Инстаграм, потом мы смотрим там в ТикТоке что-то, на Фейсбуке, в Телеграм-каналах, кто-то смотрит телевидение, да? Постоянная информация отовсюду о разных событиях, разные какие-то оценки, разные трактовки и все остальное. И человек начинает себя ощущать некомфортно в этих условиях. Как мне разобраться в потоке информации? Что я должен сделать для того, чтобы не стать жертвой манипуляции? Что я должен сделать для того, чтобы то мнение, которое у меня возникает в результате восприятия этой информации, было мнением обоснованным, а не манипулятивным? Как я уже сказал, как не стать жертвой манипуляции? Люди чаще всего в таких условиях сдаются. Они не хотят предпринимать сознательные усилия для того, чтобы проанализировать эту информацию, докопаться до истины, до сути вещей. И таким образом мы очень часто становимся жертвами пропаганды, как я уже говорил, да, манипуляций. Мы становимся жертвами воздействия непроверенной информации. Мы очень часто попросту транслируем просто то, что мы услышали в последний момент. Вот мы какой-то получаем набор сведений, данных,
И то, что вот мы последнее услышали, вот это наше мнение, да? Или это бывает с людьми, которые не обладают багажом знаний, таким приличным, солидным, что их точка зрения по тем или иным вопросам определяется последней книгой или статьей, которую они где-то прочитали. И вот я прочитал Маркса, у меня марксистский взгляд на вещи. Я прочитал Бурдье, у меня структуралистский взгляд на вещи. Я прочитал там кого-то еще какой-то взгляд. Нет своей точки зрения, нет своей позиции, нет своего понимания, потому что постоянная атака информационная со всех сторон. И что происходит с людьми в этих условиях? Мы начинаем закрываться, пытаться себя обезопасить. Как мы можем себя обезопасить? Мы просто отключаемся от сознательной деятельности, от сознательных социальных действий. Мы погружаемся в мир соцсетей, картинок, коротких сообщений, вот в эту вот мозаичную культуру, так называемую. Это есть такой термин, который предложил французский социолог Абрам Моль, о том, что мы живем в условиях мозаичной культуры сегодня. Что это значит? Это культура Гугла, культура Википедии, культура Инстаграма, всего остального. Наши представления о действительности не обладают связанностью, не основываются на прочных знаниях, формируемых системой образования. Они основываются на обрывках информации, обрывках сообщений, каких-то картинок, данных, которые мы просто вот рандомно выхватываем из окружающей действительности. И таким образом наши знания, вот что очень важно, формируются не через систему образования, а через средства массовой информации. Или там, сетевые какие-то, да, способы передачи этой информации. Не через систему образования. Что такое система образования? Это когда человек осваивает целенаправленно определенный массив знаний, который затем уже служит основой для восприятия другой информации, позволяет ее классифицировать, позволяет отделить ложное от истинного, позволяет работать с информацией в принципе. Ведь, понимаете, вот отсутствие систематического образования на всю жизнь лишает человека возможности уже в дальнейшем осваивать какие-либо массивы информации в принципе, потому что у вас нет системы восприятия и классификации этой информации. Поэтому, когда студенты вместо того, чтобы учиться в университете 5 лет, занимаются непонятно чем, они теряют лучшие годы своей жизни. Лучшие годы для того, чтобы сформировать этот массив знаний, который позволит им уже затем быть критически мыслящими, образованными людьми. А сегодня, видите, вот эта википедийная реальность, реальность Гугла, которая состоит в том, что молодой человек не понимает, для чего ему запоминать большой массив информации, для чего это ему нужно, если он может мгновенно все найти в Википедии или в Гугле или где угодно. Зачем запоминать это все? Для чего? И вот эта ситуация, вот эта проблема мозаичной культуры сегодняшней, мозаичного нашего мышления, она и вызывает необходимость актуализации темы критического мышления. Есть такое понятие, которое очень актуально в сегодняшнее время, это интеллектуальная гигиена. То, что мы читаем, то, что мы смотрим, какие фильмы, какие книги мы читаем, какие тексты мы читаем, да? Даже какую музыку мы слушаем. Когда человек ест каждый день насыщенные какими-то вредными веществами неполезные продукты, то с его здоровьем через некоторое время будут серьезные проблемы. Я уже не говорю о его внешности, как она изменится в худшую сторону. То же самое и с тем, какой интеллектуальный продукт мы потребляем. Мы читаем какую-то совершенно неинтересную, не то что неинтересную, а некачественную литературу или вообще не читаем.
то же самое, что мы смотрим, какие фильмы и все остальное, либо мы заставляем себя читать хорошую литературу, научные или там научно-популярные книги, все остальное. Опять же, это все связано со сложностью и с усилием. Даже самый великий роман, любой возьмите, первые 70 страниц вы продираетесь сквозь него. И большинство людей бросают после 70 страниц чтения, потому что тяжело. Зачем напрягаться? Я могу полистать ленту в Инстаграме. Зачем мне напрягаться, читать там, роман Музиля «Человек без свойств», например. Да, зачем мне это надо? Но те, кто продирается через это, да, они, конечно, это даже отражается, вот, употребление качественного интеллектуального продукта отражается даже на внешности человека, на его взгляде, на его, понятно, речи и всем остальном, но даже то, как он себя ощущает. Даже физически, как он себя ощущает. Это взаимосвязанные вещи. То же самое культура. Очень, но это всегда было, это Фрейд еще открыл этот закон, репрессивный характер культуры. Что он имел в виду? Что человек, культура, ее задача ограничить бессознательные проявления человека, его природное, биологическое начало. А биологическое начало – это инстинкт самосохранения и либидо. Вот как бы два основных инстинкта – инстинкт выживания и либидо, которые во всем проявляются в агрессии, в хищничестве, в стяжательстве, в нежелании следовать общим правилам, в неуважении других людей и во всем остальном. И если людей не ограничить, они будут именно таким образом себя проявлять. Для этого и культура и существует. Для того, чтобы, как говорил Фрейд, вот эти оковы наложить на бессознательное. Поэтому она репрессивна, она подавляет в человеке его то, что проще всего проявить человеку, по сути, потому что природа такова, ничего с этим не поделаешь. Еще что происходит вот в этой мозаичной культуре современности, я бы так сказал, хотя это было всегда, просто сейчас из интернета, информационной среды, это все как бы становится очень ярко выражаемым. Это то, что люди стараются, или точнее стремятся не к тому, чтобы разобраться в каком-то вопросе, а стремятся высказаться по поводу этого вопроса, высказаться в первую очередь. Но это потому, что появились такие возможности. Мы иногда удивляемся, почему так много неграмотных людей. Думаем, вот читаем Facebook или что-то еще. Думаю, неужели это сегодня произошло, что люди не владеют речью, не могут грамотно составить хотя бы несколько предложений. Нет, это было всегда, просто сегодня это стало очевидным, так как это все выплыло на поверхность. Раньше-то мы не видели, как и кто мыслит или пишет, или кто о чем думает. Сегодня это все становится эксплицитным, это все манифестируется, это все выплескивается в публичное пространство. И знание подменяется мнением. У нас же любят говорить: это мое мнение. И ты, будь добр, уважай это мнение. Даже если это мнение о том, что ковид вызван распылением вируса с летающих тарелок. Это мое мнение, говорит человек. И ты не можешь ничего с этим сделать, потому что вот я так считаю, и все. А если мы говорим о критическом мышлении, если мы говорим о правильном подходе к оценке информации и к формированию оценочных суждений, то мнение должно опираться на знание. И поэтому, может быть, я скажу вещь непопулярную, но не все мнения равны. Есть мнения, основанные на знании, на фактах и на экспертной оценке. И задача, кстати, критического мышления — превращать мнение в знание. Вот это я сейчас говорил о простоте и сложности, и о мозаичной культуре, и о состоянии общественного сознания в современную эпоху, информационную эпоху. Обилие информации не влечет за собой
повышение уровня компетентности людей, не влечет за собой. Чаще всего наоборот, оно вызывает защитную реакцию психики, которая не способна воспринять такой объем информации и защищается тем, что уходит в иные формы сознания. Из рационального сознания в мифологическое, в религиозное. Еще такое понятие магическое сознание, об этом мы тоже, надеюсь, поговорим. В чем состоит этот механизм борьбы нашей психики с обилием информации, с неопределенностью, со сложностью окружающей действительности? Опять же, обратимся к Зигмунду Фрейду, как нам без него. Он предполагал, что существует 3 основных механизма защиты сознания от давления, постоянного давления внешней среды. Это вот 3 таких защитных механизма. Это вытеснение. Знаете, это очень полезная теория, потому что она удивительным образом объясняет многие вещи, которые мы сегодня наблюдаем, в том числе в нашей действительности. Отрицание и вытеснение, отрицание и регрессия. Вот если кратко об этом. Вытеснение — это когда мы из своего сознания вытесняем то, что нас беспокоит, что нас огорчает, что вызывает какое-то напряжение, то, о чем мы не хотим думать. Это касается просто личной нашей жизни, но это касается и общественной жизни, политической жизни. Например, мысли о завтрашнем дне, которые могут быть не самыми приятными, да? Или мысли о том, что что-то не так происходит, или мы что-то не так делаем. И мы это вытесняем, это куда-то уходит в бессознательное, там находится, но эти аффекты, то есть эти эмоции, которые мы вытеснили, они так или иначе несознательно начинают влиять на наше поведение. И мы сами даже не понимаем, насколько это деструктивное воздействие. Это и неврозы, которые возникают, и какие-то реакции неадекватные, и все остальное. Отрицание — это когда мы неприятие реальной политики, реальной действительности и замена вымыслами. Когда мы отрицаем то, что на самом деле абсолютно очевидно, и заменяем это нашими какими-то представлениями, не имеющими отношения к действительности. Это может всего касаться. Например, есть какой-то политический деятель, которого мы поддерживаем, или мы за него проголосовали, предположим, да? А потом мы выясняем, что он что-то не так делает. И мы все равно отрицаем, что это нет, что он все равно хотя мы видим, что проблемы, что это ошибки, что это недостатки, что мы не правы были, но мы все равно отстаиваем, что нет, это не так, и мы отрицаем очевидное. И, наконец, регрессия. Это, знаете, это когда мы психологически начинаем приспосабливаться к сложной реальности, которая нас гнетет или которая вызывает у нас напряжение или дискомфорт, через откат к более примитивным формам и способам существования, которые создают иллюзию комфорта и безопасности. Что это может быть? Например, мы активно участвовали в политической деятельности, потом мы почувствовали, что это сложно, или общественной деятельности, да? Почувствовали, что сложно, что неблагодарно, что есть опасность, даже, может, безопасности нашей, угроза или что-то еще. И мы откатываемся к какой-то иносказательности, какой-то, такой более безопасным, что ли, формам выражения нашего несогласия с чем-либо, да? Или, например,
когда люди начинают просто заменять реальность, подменять употреблением алкоголя, наркотиков, когда люди начинают испытывать тягу к мистике, или когда, наоборот, мы начинаем слепо верить каким-нибудь молодых политиков, реформаторов, которые в раз изменят реальность и решат все наши проблемы. Также, вот, кстати, к регрессии Фрейд относил и потом уже ученые, последователи, то, что это действия с неоправданными для себя и окружающих рисками. Например, вождение автотранспорта на недозволенной скорости, пренебрежение законами, выбор криминальных деятелей в органы власти и так далее. Вот это все, естественно, эти формы защитные, которые, опять же, мешают развитию в человеке сознательности, активности, способности к аналитическому, критическому мышлению. Таким образом, вот что главное в критическом мышлении? Главное – это сомнение. Сомнение. Это вот модель, метод познания через сомнение принадлежит Рене Декарту. Это 16-17 век. Скептицизм. Что значит вот, Декартово сомнение? Это когда мы систематически сомневаемся в истинности своих убеждений. Мы переоценку производим, периодическую, систематическую переоценку своих убеждений. Мы задумываемся над тем, на чем основаны эти убеждения, насколько они обоснованы. А может быть, поменялось время, реальность, и сегодня эти убеждения не актуальны. Может быть, они основаны на неверных посылках. Может быть, мы изменились сами и должны по-другому что-то воспринимать. Но вы понимаете, что на это усилие, это само по себе не может происходить с человеком. Само по себе произойдет вот это, то, о чем мы говорили с вами. Вот это произойдет само по себе. Для этого никаких усилий не надо. Здесь же речь идет об усилиях, о сознательных усилиях. Поэтому, вы знаете, да, что человек, чем более образован и больше разбирается в каком-то вопросе, тем, как вам сказать, более пессимистично, что ли, он оценивает свои знания, свои возможности. Человек, который меньше разбирается или не разбирается, он всегда уверен в своей правоте. Это закон, эффект Даннинга-Крюгера есть такой в психологии, что люди некомпетентные, они всегда более уверены в истинности своих суждений, своих действий, чем люди более компетентные, обладающие знаниями, навыками. Это вот эта идея Сократа, его знаменитое высказывание о том, что я знаю лишь то, что я ничего не знаю. То есть вот представьте себе окружность, представьте себе, это ваше знание, предположим, да? Знание. И то, что вокруг, это вот тот океан информации, который вы даже, наверное, за всю свою жизнь, естественно, не сможете усвоить и познать. Но чем больше вот эта область знаний, тем больше область соприкосновения с областью непознанного. То есть, когда у вас мало, вот это небольшая, то есть и эта область тоже не такая большая. Чем вы расширяете границы своих знаний, своих представлений, тем больше вы понимаете, насколько велик и, по сути, до конца, естественно, непознаваема вселенная знаний. Еще вот я буквально в 2 словах скажу, какие основные
искажения, когнитивные искажения, то, что нам мешает критически мыслить, то, что свойственно человеку, человеческой психике. Есть такое понятие апофения, которое очень распространено. Апофения. Что такое апофения? Это тенденция видеть взаимосвязи в случайной бессмысленной информации. То есть, когда люди пытаются найти смысл в том, в чем смысла нет. Например, мы смотрим на небо, на облака, и нам кажется, что мы видим какое-то лицо или какую-то фигуру. И из этого мы извлекаем какое-то для себя, что-то, какой-то смысл, значение. Или, например, мы смотрим в чашку с кофе с осадком и видим там различные фигуры и образы, которые никакого смысла, конечно же, не имеют. Но мы придаем этому смысл, потому что мы хотим увидеть в бессмыслице какую-то закономерность. Это, знаете, знаменитая была история с наблюдениями на Марсе лика. То есть телескоп увидели, там, по-моему, 100 лет назад или больше, какое-то очертание лица человеческого. И это была целая теория. Много лет об этом спорили, верили, что на Марсе есть некое строение или что-то, некое образование в виде человеческого лица. Потом, когда к Марсу подлетел спутник, какой-то корабль исследовательский, выяснилось, что это просто, так падает свет на одно из каких-то образований геологических на поверхности Марса. Никакого отношения это к человеческому лицу не имеет и иметь не может, в принципе, да? Но людям хочется видеть в случайности закономерность. Это свойственно, знаете, чему? Это вот как раз есть проявление так называемого магического мышления. Вот это самое интересное. Магическое мышление. Это когда мы отказываемся сознательно от рационального, критического постижения действительности и начинаем верить в самое невероятное, в самое невозможное. И более того, когда в нашей голове укладываются вещи совершенно несочетаемые, вообще никак, такой синкретизм, да? То, что мир символичен, что все вокруг пронизано тайным смыслом, что ничего случайного не происходит. Ничего случайного в мире не происходит. Все подчиняется какой-то закономерности. Люди с таким типом мышления, они, безусловно, верят в теории заговора, что есть некие силы, которые управляют миром. И если где-то произошло извержение вулкана или цунами, или ковид, или что-то еще, то это потому, что кому-то это нужно обязательно. Это могут быть масоны, это могут быть, не знаю, глобальный какой-то еврейский комитет, да, который управляет всем миром, Бильдербергский клуб, что-то еще, что миром управляют тайные силы, которые определяют нашу жизнь. Да? Знаете, когда возникает вот такое мышление, магическое мышление и вот апофения в целом, это когда мы теряем способность контроля действительности. Когда у нас кроме иллюзорных способов контроля действительности нет никаких, когда мы не в состоянии систематизировать информацию, оценить ее и проверить. Когда мы не в состоянии это сделать, мы прибегаем, появляется тревога, естественно, и из тревоги возникает поиск взаимосвязей неких, которых в реальности чаще всего, конечно же, нет. Если суммировать о критическом мышлении, то
для чего оно необходимо. Еще раз, если мы сформулируем, что это. Это способ восприятия, оценки, проверки информации, формирования обоснованных мнений, суждений и принятия эффективных решений. Все это возможно в результате сознательных интеллектуальных усилий, которые мы должны в повседневной жизни уметь применять. Естественно, есть технология. Любая. Вот, например, когда вы скажем, сталкиваетесь с определенной информацией, предположим, вот какое-то вы сообщение услышали. Вот что вы должны сделать элементарно? Считаю ли я, что мне говорят правду? Вот, например, да, вы как бы... кто является источником этой информации? Да? Если у меня... Если знаю ли я конкретные факты, относящиеся к этой информации, могу ли я проверить эту информацию? Вот если вы себе эти вопросы зададите, вас будет очень сложно обмануть. Потому что если вы поймете, что вы не можете проверить информацию, это значит, что эта информация ложная. Знаете, что ложно в принципе, по сути? Это то, что нельзя опровергнуть. Вот, например, вы же не можете опровергнуть, что соединение, там, не знаю, какое-то расположение звезд влияет на вашу судьбу. Опровергнуть вы это не можете. Это изначально то, что, как Томас Кун, то, что говорил про гипотезы, нефальсифицируемость. То есть если вы не можете опровергнуть какое-то утверждение на основе фактов, знаний, логики и так далее, то это утверждение ложное. Потому что, понимаете, или там на все воля Божья. Как опровергнуть это? А если вы скажете, что развитие, значит, в Абхазии, там, возьмем сферу экономики, да, что инвестиции в сельское хозяйство в размере, там, не знаю, такого, дадут такой-то экономический эффект при условиях там, выполнения. Вот это вы можете опровергнуть или можете подтвердить. Или информация о том, что какое-то там есть заявление президента Токаева. Вы можете опровергнуть, можете подтвердить. Но то, что невозможно опровергнуть, вот такого рода вещи, как астрология, например, да, как теория заговора, как какие-то мистические представления, гадания, гороскопы, что хотите, это все не может быть, не может считаться истинной, не может считаться подлинной, верифицируемой, проверяемой информацией. Так что если вот что-то, с чем вы сталкиваетесь, неопровергаемо, значит это ложно. Вы сразу можете это отметать как ложное. Источник этой информации. Вот это тоже очень важно. Понимаете, когда мы публикуем на Фейсбуке бесконечно, что с этого дня новые правила на Фейсбуке, что мое изображение нельзя... Знаете, видели вот это, что нельзя использовать сегодняшнего дня? Да, что новые правила на Фейсбуке, надо репостнуть это, что с сегодняшнего дня я запрещаю использовать свои изображения. Вы же сталкивались с этим? Вот если бы человек рационально мыслил, он бы подумал, мои изображения повсюду, если я их опубликовал на Фейсбуке, они попали в глобальную информационную сеть, и я не могу запретить их использовать, потому что они мультиплицируются, они распространяются, они где угодно могут быть, да? То есть как я могу с помощью репоста какого-то текста на Фейсбуке запретить кому-то использовать мое изображение, если я сам его выпустил в глобальную сеть, я сам его опубликовал там, да? Ну и так далее. Но люди почему-то не задаются таким вопросом. Они просто машинально все это репостят. И вот в заключение я все-таки еще раз сформулирую, для чего нужно критическое мышление, почему это так важно. Она позволяет бороться с манипуляцией, формирует активные жизненные установки, позволяющие преобразовывать социальную действительность. То есть вы становитесь не пассивными реципиентами там, государственной политики, каких-то взглядов, информации, которую на вас направляет кто-то, да?
а вы активный преобразователь действительности. Вы начинаете, критически оценивая, отличая истинное от ложное, видя реальный смысл или реальные цели действий политиков, тех, кто вам сообщает что-то, например, да, или той информации, которую вы слышите из средств, из СМИ. Вы таким образом становитесь способными влиять на окружающую действительность. У вас есть мнение, у вас есть обоснованное мнение, и у вас есть позиция. Таким образом, она возникает, вы становитесь активным участником общественной жизни. Создает фильтры против идеологического воздействия. То есть вас будет трудно обмануть. Вообще, в целом, когда этот навык развивается, общество становится более ответственным. Оно не принимает уже какие-то разрушительные, негативные политические и социальные практики. Понимаете, не может эффективно существовать государство, общество, если нет этих механизмов общественного контроля. Не может, это невозможно. Тем более такое общество, как наше. Небольшое, компактное, с традициями демократическими в культуре, да? Оно не может иначе существовать. Это уже будет другое общество. А мы не хотим, мы хотим, чтобы оно сохранилось с его особенностями, самобытностью. А самобытность и идентичность наша, она в том числе предполагает активность и участие общества в решении общих вопросов, государственных вопросов. Поэтому критическое мышление – это совершенно необходимый навык в том числе для выживания, для развития, для модернизации нашего общества. Вот на этом я ставлю такую точку. Если есть вопрос, да? Спасибо большое за важную, интересную лекцию. Но мне был непонятен один момент, поэтому я хочу уточнить. Вы сказали, что мнение образованного человека зачастую более правильно и выше стоит. Но бывают же такие случаи в обществе, особенно в политике, когда образованные люди целенаправленно искажают какую-то информацию в своих каких-то корыстных целях, пользуясь доверием общества, которое верит и надеется на то, что если человек образованный, значит, он прав, и значит, он делает все правильно. Вот. Как быть в таком случае? Вот в таких случаях для того, чтобы этого не происходило, для того, чтобы люди действительно образованные и владеющие знаниями не использовали это во вред, для манипуляции общества, людей, сознательно бы не искажали действительность в угоду своим интересам, вот для этого и нужно развивать критическое мышление в обществе. Вот как бы в этом и цель, чтобы у людей были созданы фильтры против любого воздействия идеологического, манипулятивного, пропагандистского, чтобы люди не принимали на веру то, что исходит от авторитетов, людей авторитетных, чтобы люди не принимали на веру то, что исходит от людей, скажем, которые облечены властью, или что-то еще. Здесь вопрос уже сознательного выбора, морального выбора человека. Безусловно, мнение образованного человека, обладающего знаниями, который знает факты, который умеет оценивать различную информацию, сопоставлять, оно ближе к истине, ближе к знанию, чем просто мнение человека, который не приложил никаких усилий для того, чтобы познать суть вопроса, по которому он высказывается. То есть здесь, безусловно, это так. Но то, что вы говорите, это как любое открытие научное. Может быть во благо использовано людей, а может быть использовано против человека, его безопасности и всего остального. Поэтому нужны механизмы общественного контроля, механизмы борьбы с манипуляцией.
и так далее. Это вот все то, что в обществе формируется благодаря навыкам критического мышления. Сомневайтесь, мыслите, проверяйте информацию. Вот недавний пример, который я все время, вот меня просто он удивил в том смысле, что это была очень такая тема в нашем обществе обсуждаемая, как было заявление президента Казахстана Токаева на Питерском экономическом форуме о том, что Казахстан не признает независимость ДНР, ЛНР там, и так далее. Абхазия была упомянута, Южная Осетия, Тайвань. И у нас тут шум возник, что вот Токаев назвал Абхазию квазигосударственным образованием. Но почему-то никому не пришло в голову просто посмотреть стенограмму выступления. Он не называл Абхазию квазигосударственным образованием. Он сказал о том, что Казахстан не признает независимость Абхазии, но квазигосударственным образованием он назвал другие государства. У нас это вот вызвало такую реакцию, причем людей, которые достаточно квалифицированных и все остальное. Если бы кто-то просто обычную вещь сделал, проверил бы информацию, то такой реакции бы не возникло. Вот я всегда, когда слышу что-то, что кто-то что-то сказал, или где-то что-то произошло, есть какая-то информация, которая распространяется повсюду, я всегда проверяю первоисточники. Вот я лично, всегда. И как выясняется, чаще всего информация искажена. Та информация, которая распространяется. Вот. Но о чем говорить, если самая распространенная практика у нас, это, например, рассылать по WhatsApp сообщение о том, что кто-то где-то, что-то там произошло, заминировали. Или вот сейчас, вот что значит, да, когда люди не критически воспринимают автоматически какую-то информацию. Были проблемы с WhatsApp. WhatsApp вроде как бы лег на какое-то время, и уже появились в телеграм-каналах, появилась, значит, информация о том, что это произошло, потому что Российская Федерация проводит испытания систем, значит, контроля информации там, и так далее. И поэтому во всем мире лег WhatsApp. При том, что если бы кто-то на секунду бы задумался над этим и вспомнил о том, что эти вот такого рода проблемы с соцсетями происходят регулярно, может на час, на полчаса, с WhatsApp уже на 5-й или 6-й раз это произошло. Просто чисто вот даже оценить вот адекватность, что ли, этой оценки, да, этой информации. В нашем обществе, да, вообще в любом обществе есть большое количество людей, которые не имеют способность критически мыслить или не хотят. Вот, и для них есть, скажем, вот для определенных людей есть вот черное и белое, и для них нет другого, вот какого-то серединного варианта. Или для определенных людей есть только плохое и плохое. Они не хотят или не способны, или им комфортно так думать, и им не нужна эта новизна, и вот в целом, я думаю, что им просто комфортно. Как вообще вот эти люди для меня являются жертвами вот этой пропаганды, жертвой этой информации, и как с этими людьми можно вообще как бы работать, как можно, не то что работать, как можно с ними, как можно их спасти вот из этой вот большой вот пропагандистской машины, вот, чтобы они могли понимать, что есть какая-то еще серединная, что есть не то, что плохое, хорошее, что есть между этим. Это на самом деле проблема, которая не только нашему обществу свойственна, это свойственно и развитым европейским обществам, американскому обществу, любому абсолютно. В любом обществе большинство людей все-таки стремится к облегченным формам восприятия информации и облегченному
подходу к решению вопросов. Да, разделить на черное и белое, на понятное и непонятное, на правильное и неправильное. Вот эта дихотомичность мышления, она свойственна людям, конечно. Это просто легче так, действительно легче. И любая идеология, кстати, она же на этом и основана. Там, марксистско-ленинская, нацистская идеология, скажем, Германии при Гитлере, да, и других, там, маоистская идеология Китая. Вот когда были действительно вот эти большие идеологии, которые описывали все сферы общественной жизни, они же для этого и существовали, для того, чтобы объяснить людям на пальцах как бы руки, да, что вот где правильно, а где неправильно, что хорошо, что плохо, где свои, где чужие. А то, что между, оттенки, нюансы, все, что на самом деле определяет, мне кажется, полноценную жизнь, это все выпадает из восприятия. Для того, чтобы мы воспринимали мир сложно, конечно, нужно, тут просто повторяемся, но тем не менее, нужно развивать навыки критического мышления, нужно не забывать об интеллектуальной гигиене, нужно понимать, что от каждого из нас зависит то, как живет и будет развиваться наше общество, наша страна, от каждого из нас. И нужно, конечно, уделять большое внимание системе образования. Образование — это все. Образование — это проекция будущего всегда, начиная от школы. И если в школе подавлять самостоятельное мышление, то в будущем будут проблемы в целом с этим в обществе. Да? Если в школе развивать это, укреплять в университете, то, соответственно, и люди будут все-таки формироваться иначе. Тем более у нас в Абхазии, где все-таки традиционно и культурно люди внутренне все-таки свободные. Вот это есть стремление к свободе, к собственному достоинству, к укреплению нашего вот такого, знаете, духа гордого, вольного, да. Это все должно подкрепляться и образованием. И вот тогда, действительно, я считаю, что наше общество при его размерах, традициях, культуре, оно имеет очень хорошие перспективы к эффективному развитию. Мой следующий вопрос связан с дезинформацией и пропагандой, которая непосредственно связана с способностями к критическому мышлению. Сегодня, к сожалению, грузинская пропаганда, которая направлена на западное общество, успешно справилась со своей целью по дезинформации западного общества. Вот. Но в то же время есть такое мнение, что западное демократическое общество и способности к критическому мышлению — это какие-то связанные вещи друг с другом, но по мне это просто стереотип. Так вот, как нашему государству, ну или хотя бы нашему обществу реагировать на это и противостоять этому? То, что касается способности к критическому мышлению, мы не можем говорить об этом в рамках всего общества. Речь идет все-таки о определенной части общества, наиболее активной, преобразовательной силе общества. Да? Где-то эта прослойка больше, где-то меньше. Естественно, во всех обществах, как я уже говорил, есть манипуляция, есть жертвы этой манипуляции. В любом, даже самом развитом, самом таком продвинутом, прогрессивном обществе, это понятно. Это общемировая проблема. Что касается Абхазии и информации об Абхазии, она просто настолько сегодня мало интересна простому человеку, скажем, где-нибудь в штате Джорджия, да, или в США, да, или где-то в какой-нибудь там Бургундии, да. Это нерелевантная тема просто сегодня. Поэтому, естественно, никто в ней разбираться не будет глубоко и квалифицированно. Об Украине до недавнего времени даже не знали, где она находится.
она рядом с Австралией, или она в Тибете где-то, или где-то еще. Вот такие представления были у американских жителей США, там, других стран и так далее. Это все понятно. Любая информация становится релевантной только тогда, когда она непосредственно затрагивает твои интересы или там восприятие безопасности или чего-то еще. Вот тогда она становится для тебя важной, и ты начинаешь пытаться в ней разобраться. Вот. А мы, к сожалению, сейчас может и к счастью, не в повестке дня общемировой, вот, но знаете как, любой пиар может быть эффективен только тогда, когда за ним есть какая-то реальность, существует все-таки, да, какая-то основа и инструментальная цель должна быть обязательно. Поэтому чем больше у нас будет достижений внутри нашей страны, тем более интересные и достоверны мы будем в своих притязаниях на информационное воздействие других стран, обществ и всего остального. Это взаимосвязанные вещи. Нельзя построить на пиаре, на иллюзорности долговременную какую-то стратегию. Поэтому, конечно, Грузия будет в этом отношении активна, потому что у нее доступ к информации, к информационным возможностям гораздо больше, и она свою деятельность реализует в дружественных для себя обществах, да, и странах, понятно. Вот. Но если мы должны просто более эффективно развиваться, укреплять свою государственность и позитивные процессы в нашем обществе. А подменить это просто красивой вывеской не получится. Не получится. Это можно на какое-то время только подменить реальность, но реальность всегда пробьется. Вот. Так что просто активная информационная политика, подкрепленная реальными достижениями. Вот это эффективно будет. Да. У меня следующий вопрос. Ряд определенных обстоятельств привел к тому, что мне за короткий период времени пришлось разобраться в сложном вопросе, в котором я не являюсь ни профессионалом, ни даже любителем. И процесс был достаточно сложный, но когда он был завершен, наступило такое чувство удовлетворения и, в принципе, радости, что ли. Но при этом, при завершении процесса, у меня стали возникать такие мысли, что, казалось бы, я разобралась в теме, послушала экспертов, почитала статьи, но тут стали возникать в моей голове такие вопросы. А действительно ли я сейчас сформировала свое собственное мнение? Основывается ли оно действительно на точных фактах, на точной информации? И не стало ли это мнение как-то, скажем, навязано мне? То есть не навязала ли я себе это мнение, которое где-то услышала, прочла? И вопрос заключается в следующем. Как не прийти, что ли, к постоянному вот этому сомнению и не привести к обратному эффекту от критического мышления? Ведь постоянное сомнение тоже ни к чему хорошему не приводит. То есть как найти вот эту золотую середину и постоянно вопросами тоже не задаваться? Ведь абсолютно все подвергать критическому мышлению, наверное, тоже будет не особо правильным. Конечно, все хорошо в меру. То, что вы сомневаетесь в тех оценках или в том мнении, к которому вы пришли самостоятельно через изучение вопроса, и, вот такую работу, да, интеллектуальную, это говорит о том, что вы критически мыслите в любом случае. Даже если вы сомневаетесь в результате вашего критического мышления, даже если вы сомневаетесь в этом результате. Понимаете, в чем дело? Мнений абсолютно уникальных, которые присущи только вам, конечно, быть не может. Мнение — это система всегда. Система, которая разделяется определенным количеством людей. Но тут главное путь к этим мнениям, к этой позиции, к этому пониманию. Если вы этот путь прошли самостоятельно,
значит, вы достигли результата. Вот это самое главное. Но есть вообще мне такое понимание, вот я помню, такая книжка «Диагноз нашего времени» Карла Маннхейма, мы тоже вот в университете изучали это, читали ее, такой немецкий тоже философ, очень крупный, известный. Он вообще писал о том, что люди не мыслят, что люди рождаются уже в системе, в какой-то констелляции представлений, которые навязываются им, передаются через систему воспитания, образования, социализации, всего остального. И как бы человек уже вот просто ему кажется, что он что-то для себя определяет, а на самом деле он находится уже в системе этих отношений, в том числе в системе идей, из которого не может вырваться. Но все-таки, если человек сознательно пытается разобраться в сути вопроса, если он сомневается, и даже если тот результат, к которому он приходит через какое-то время, становится для него неубедительным, и он начинает думать о том, что, наверное, я был неправ, вот это и есть самое главное. Это и есть процесс мышления свободного человека, критически мыслящего человека, который в состоянии самостоятельно разбираться в вопросах своей жизни. Это процесс, критическое мышление — это процесс, он не имеет конечной точки. Это всегда процесс переосмысления, переоценки чего-то. Есть вещи, понимаете, которых, они не рефлексируются. То, что, например, связано с нашим этническим происхождением, этническая идентичность, вера, да? То есть что-то, что есть, это некая предзаданность, что-то там пол, да, человека, какие-то биологические вещи, вот то, что предзадано. Это есть и есть, оно это прочие равные. Вот все остальное — это то, что мы формируем в результате нашей мыслительной деятельности и оценочной, критической деятельности. Поэтому сомневаться — это очень хорошо. Это очень хорошо. То решение, к которому вы пришли сегодня, оно может завтра быть ошибочным. Могут измениться условия, обстоятельства. Мнение ваше, которым вы считаете, оно абсолютно обоснованно, оно может стать ошибочным в результате объективных причин, каких угодно. Поэтому это постоянный процесс. Мы не приходим к каким-то устоявшемуся набору идей. Это уже такое закостенение, догматизм. Догматизм — это остановка развития. Когда человек догматически что-то воспринимает и отсекает все то, что не подпадает под его систему ценностей, когда он отрицает, отказывает людям в отличиях, в инаковости, в том, что кто-то может отличаться от тебя, быть другим, с другими взглядами, ценностями, предпочтениями и все остальное. Но это уже остановка развития человека, его формирования, его, развития его личности и так далее. Поэтому, наверное, такой ответ. Это процесс. Это процесс, который нас сопровождает всю нашу жизнь. Но самое главное, чтобы мы... критическое мышление, опять же, это такой конкретный навык, который нам позволяет не дать себя обмануть. Вот так я бы сформулировал. Просто способ не допустить сознательного введения нас в заблуждение, обмана и манипуляции. Вот и все. Вот это самое главное. Все остальное — это логика, рациональное мышление, наука, там какие-то формы. Это уже это мировоззрение, да, системы ценностей. А критическое мышление — это навык, это инструмент, технология, которую мы должны использовать в нашей жизни. И то, что помогает в итоге, это помогает всем, и государству,
и обществу, и каждому из нас в отдельности. Вот так.